Ок. Без двух 20:00. Сегодня 20-е. И я хочу немножко стараться донести до вас некоторую информацию. Ну, во-первых, всем привет. Давненько. Вот. И у меня хорошая новость. Если слышно, помашите. Есть кто? Звук есть, нет? Надеюсь, комментарии включены. Здрасте. Так, ну, хорошая новость в том, что сенокос позади. Наконец-то. И нынче в нашей семье рекорд. Помогли старшие братья. С помощью их мы закончили сезон сенокоса раньше срока. День удался. Как говорится, ни капли со связью у нас, как всегда, проблемы. Вот. А так, хорошая новость. Так, с завтрашнего дня, если кто сегодня ждет розыгрыша, то я уже раньше сказал. Тем не менее, участников на данный момент 32. Только что посчитал. И я после сезона сенокоса приехал вчера. Поздно ночью, можно сказать. Да, все закончили. Все отлично, в общем. Так что у себя на связи. И непосредственно приступаю к работе. Да, барахлит. Так, ну, ребята, я раньше сказал, 26-го перенесем в это воскресенье. В течение этих дней, каких-то осталось уже 6, представлю все ножи в ином виде. Не только обзоры, но и тесты буду проводить. И буду отправлять вам ссылочки. Те, кто в контакте у меня по WhatsApp, буду держать в курсе. Итак, как говорится, 32 участника. Ну, должен заметить, активность слабая. Чуть-чуть слабенькая. Ну, когда, надеюсь, на ножи посмотрят, загорятся глаза. И у нас второй день под 40. Плюс вот только солнце сядет скоро. Сейчас уже где-то 32-31. А вот дай. Да, и купаться смысла нету. Через 10 секунд то же самое повторяется. В общем, жара у нас. Сегодня в автосервисе встречал узбеков, которые пришли на работу. Вот, работают, и машину ремонтировали ребята. Ну, у них я спрашиваю, ну что, ребята, у вас жарко или у нас? Они вдвоем сразу у вас. А почему у нас так жарко? Вы же Узбекистан. Южный, еще южнее. Почему так? Да, у нас там деревья большие, тень, вот поэтому нормально. А тут деревьев-то нету. Ну, практически они правы. Деревья тут у нас низкие. Ну, а так, в Якутии аномальная жара. После 2 дня тому назад был дождик, очень хорошенький, но местами нету.
А попал как раз, как мы закончили, как раз мы собрали вещи, палатку, и во время этого и ударил, как будто уходите отсюда. Так и уехали. Так что, ребята, еще одним хорошим новостью хочу сказать, если кто участвовал в акции «Золотой декабрь», хочу провести «Золотой август». То есть на ножи со сталью Неолукс будут они в наличии. Длина клинка плюс-минус 12 сантиметров. Это может быть 11 550, то есть, и 11 12 50. Ну, где-то там плюс-минус 12 сантиметров. Ножны кожа. Рукоять будет не сильная, иногда и сильная, но самое главное будет в наличии. Меньше 10. Вот самое хорошее. 10. Чему я провожу такие акции? Я через, как говорится, хорошенький месяц июль заканчивается буквально через 1,5 недели. Придет август. В конце августа здрасте. Первый снежок. Ну вот, сентябрь добрый. Там уже конкретно похолодает. Да и пора на охоту, пора дым-сидым. Как всегда, ремонт на последний день перед охотой и так далее. Но это просто к слову. Так, моя задача за этот месяц август построить мне надо, докончить кузню, полом разобраться, все тут тип-топ делать. Ну вот, ролики на канал выложу. Да и в связи с тем, что машинку негде ставить, придется делать гараж. Гараж. Ну, будете ругать, не ругать, сварочные работы, все остальные работы, маленький опыт имеется. Как-то тут построили. Ну, будем использовать ту же компанию. Теплый край, по-моему. Вот. Мы с ними на «ты» уже. Проверено мною. Эта система базалитная, сэндвич панели. Ну, в чем минус данного изделия? Жара. Ну, по сути, камень базалит, да, нагревается и за ночь не остывает. Тепло тут конкретно. Вот и плюс, вот и минус. Вот. А зимой Ташкент, сами видели. Тут тапочка, спокойно, футболочки. Жара была. Очень хороший материал, оказывается. Принципиально полистирол не использую. Вот, железобетонные цементные работы начнем. Вот. И, к слову, в моей компании добавился еще один кадр, еще один ученик. Вот. И, как говорится, уже первые ножи, первые клинки кует. Ну, будем подтягивать, будем стараться, будем что-то сделать. Ну, надо тут молодежи приучить. Вот. Ну, сразу генералами не станут, это известно. Ну, к первому таянию снега, надеюсь, они будут уже хорошими кандидатами, хорошими результатами. Ну, буду учить. Что еще остается делать? Привет, ребята, привет. Если есть вопросы, пишите.
пока, как говорится, связь пашет. А так, коллектив у нас состоит из 4. Так, что в наличии? Наличие, как известно, видели, если по инстаграму и на этом канале. Рука дожила, спасибо. На этом канале присутствует настольный предмет. Можно и на кухню, можно и в офисе поставить композицию и использовать маленький ножик. Вот. И радостная новость тех ребят, которые по гарантии пришли, старенькие Эльмаксы. Ну, ребята, держитесь, не упадите. Нынче Эльмакс пошел, ого-го. Я обзорчик сделаю, протестируем тут. Но закалка удалась, ребята. Я сам немножко рад. Вот. Применил некую технологию, не буду говорить. Но, ребята, РВЛ это РВЛ. А вот Эльмакс, ребята, ну, сами посмотрите. Один ножик будет РВЛ, такого же типа, размера, имеется в виду. И один ножик будет из Эльмакса. Сами посмотрите. Заказы по Эльмаксу не принимаю пока. Но если буду принимать, сразу влюбитесь, ребята, это точно. Результаты будут совсем иные. Вот. Технология меняется. Меняется технология отпуска, закалки, нормализации. Ну, я тут наколдовал. Ну, ребята, уважаемый мой дорогой мясоед, фамилия такое, жди обзора на канале. Вот сохнут и потихоньку обзоры сделаю. И Александр Борисович тоже готовьте, как говорится, чеки отправлять. Ваш ножик то же самое. И уважаемый Антипин, тоже ваш ножик сохнет. Ну, гарантия, ребята, на все изделия. Но я рассказал про какой Эльмакс был. И испортили не только мою, попортили немножко мою репутацию. Пихнули левый такую сталь. Потом некоторыми информацией из надежных источников узнал, то в соседнем Китае походу делают похожую. Вот. И эту сталь мне пихнули. Маркировочкой, то все. Вот. И та компания, чье имя Берлер-Дрихолем, говорит, отправляй анализы и так далее. Даже мы сами приедем, заберем. Так и никто не пришел, не забрал образец стали. Ну, я с ними пока связь отдаленно держу. По электронике отправляет прайсы и так далее. Но я с ними больше не работаю. Того и вам рекомендую, ребята. Надежный источник. Ну, ребята, да, шишки нам получайте, кузнецам. Нам получайте. Вот. Без обид, Дмитрий, но все-таки это так. Так, ну, что еще могу сказать? Еще одним маленьким сюрпризом. Те, которые умеют ухаживать за ножом, те, которые предпочитают крепкую сталь, но темнеющую и ржавеющую, работоспособную, могу представить, так, в следующей, наверное, неделе новую сталь в моем канале, в моей фирме. Называется PGK. Да, PGK. И этой стали у меня
предостаточно. Вот, будем с ним работать. И как раз сегодня ко мне поступил один заказик по этому сталю. Так что я вынужден буду все равно сделать. Протестируем, попрыгаем, будем ломать. Будем его, как говорится, найти точки. Ну, надеюсь, подружимся. И еще хочу вернуться к стали CPR. Не М, а CPR. Это D2 вольфрамом, улучшенный D2. Да, она крепкая, но зараза как и кашка, она капризная. Но с ним повозимся. У меня тоже его предостаточно, и она будет идти по солидарной цене. Вот, полностью нержавеющая. Что с ним, как с ним и так далее, по ходу разберемся. Но самое главное, в данный момент ничто не тревожит. Вот, синокос позади, кузнец на месте, мастерская работает. Вот, ну, потихоньку будем нарабатывать. Так что, если кто интересуется, подпишитесь на канал, подтягивайте своих друзей. И эти два сталя мы испробуем в течение этого месяца. И покажу, что-то, как они на что способны. Свои результаты, мои личные мнения, анализы. Ну, чувствую, знаю немножко, но все-таки сталь есть сталь. Найдем общий язык. Итого, моя компания будет владеть, уже владеет. На производстве будет вида сталей. Вот, а цены будут вот такие. На выбор. На выбор. В августе я и сказал, начну стройку. Вот. Гаражик построим и так далее. После постройки гаража все это оборудование будет переместим в гараж. В гараже будем ковать и делать. Пол тут поменял, залил цементом и так далее. И хороший пол буду сделать. Вечный, хороший. Здрасте. Ждете? Молодец. Будет. Так, ну, еще есть вопросы? Пишите, пожалуйста. Если кто только-только подключился, пересмотрите заново. Сейчас буду сохранить это видео. Вот. Так, пока не начался сезон охоты, ребята, вам рекомендую, особенно моих земляков, насчет бартера не забываем. Вот. Звоните, пишите по WhatsApp. Бартер на кап, на рога животных. Вот. Посмотрим, поговорим, договоримся. Вот. Всегда работает система оплаты по частям. В данный момент только один человек использует. Вот. И правильно делает. В следующем месяце он оплатит последний кусочек и получит свой ножик. Чего я вам желаю. Так, ну, 26-го в это же время всех жду на розыгрыше 10 ножей. 10. Шансы велики. 32 участника всего. Сами понимаете. И как показывает практика, в последнем лоте выиграли те билеты, которые купили по 2 билета. Если не верите, смотрите День Икс прошлого месяца. Там все подробно. Все говорят, 2 билета, 2 билета.
Вот. Ну, один это один, но два это уже два билета. Сколько из 10 РВЛ 34? Так, 4. Будет 4, возможно и 5. Почти половина. По частям тоже жду свой неолокс. Молодец, твой неолокс закован. Вот, рукоять оденет послезавтра. Послезавтра. Ну, сталь неолокс очень удивительная сталь. Я сначала не верил. Не верил. Булатчики, большие кузнецы, те, которые гильчики, есть клуб гильдиков, те, которые варят металл, делают булаты. Есть такой клуб российский. И они мне сказали: Эдик, давай вари, давай делай так, давай это. Ну, потихоньку сделаю. Да, в этом году будет, ребята, все. Потихоньку. Все зависит только сидящего перед вами. Некоторые маленькие нюансики надо доучить и так далее. Ну, это маленький занавес. Вот. И то же самое с ламинатом, то же самое и дамасской сталью. Посмотрим. Человечка научу немножко. А он способный. А вот насчет закалки, термички, тут, ребята, все мое. Отвечать лично мне. Вот вся ответственность. Так что не надо беспокоиться. Там фабрика, там как я там делаешь столько-то, эшелонами отправляешь, штампуют и так далее. Не, ребят. Ошибаетесь. Такого не будет. Те заказчики сами уже знают, как это делается буквально, как долго они ждут, в течение какого-то времени. Если это была фабрика, по штамповке отправляемся на следующий день. Почему? Лежит. Какой? Светлый. Пожалуйста. Вам какой? Пожалуйста. В мою компанию такого не будет, ребята. Почему? Даже человек, когда обращается по телефону или по WhatsApp, не глядя даже на аватары, какой он там шашлык варит, или на море, или кто там, ребенок, неважно. Даже одни цифры говорит очень много информации. Я знаю, способен ли этот человек дальше купить, способен ли этот человек приобрести этот ножик, по частям ли, просто интересуется ли, и так далее, и так далее. Всего 2 секунды смотрю, отвечаю, отправляю прайсик, и сразу через некоторое время уже знаю, он не готов еще приобрести ножик, не готов. А если человек действительно желает, он имеет очень много информации, знает все каналы, пролистал и так далее, и так далее. Вот, реальный. Думаю, сразу пишет, подумаем, вечеру уже приходит смс. Это очень хорошо. Я это знаю, ребят. Тут никакого фокуса, экшена, шаманизма нету. Опыт. Вот так вот. Ну, господа охотники, мои земляки, вам надо спешить. Вот. А то при таких 4 видов стали попрут заказы. Вот. Я знаю. Я готов к этим заказам. Все комплектующие расходники в наличии. Про запас. Кроме, ребята, бычьего хвоста. С августа бычий хвост подорожает. Не на шутку. Аж на 4 или даже 5 тысяч подорожает. Так что в бычьем хвосте, если хотите заказать,
то только в этом месяце. Потом уже точно подорожает. Почему? Наличия нету. Пока хвостики живую гуляют на поле. Закончится у меня. Вот поэтому. Жаль, конечно. Я в этом году уже совершенно по-другому буду поступать. А так в том году я начал один. Я знал, сколько буду делать. В каком количестве, какой хвост хватит. Я это знал. Но сейчас у нас разница. Ну, работоспособность, объем увеличивается. Так что быстро расходится. Так что, ребята, если вы надумали заказать все-таки бычий хвост, хоть и по частям, хоть и так далее, по любому виду оплаты системе, то вам остается только этот июль. Цена старая, остается только июле. В августе уже подорожает аж на 5000. Вот. А то все подумают, удивятся, а-ля тополя, там и так далее, жир убедится и так далее, он такой стал и так далее. Ай. Это, ребята, совсем другой разговор. Итак, ребята, в это воскресенье 20:00 по якутскому, 14:00 по Москве. Встретимся на этом канале. Мои дорогие, уважаемые соседи казахстанцы, уважаемые соотечественники на любой точке земного шара, выходите на связь. Как-нибудь найдем путь оплаты, как приобрести билеты. Какой-нибудь путь все равно найдем. А так участников сейчас из Германии присутствует, из Казахстана парочка, пока не активно. Так что желаю вам дальнейшего процветания, отдыхайте, лето, жара, где-то там тонут, где-то там пожар, земля одна, что поделаешь. Главное, будьте людьми, здоровья, благополучия, держите связь. Я дома.